ложитесь, на ходу, можно менять, вот на ходу, вот это похоже на футбол, мяч двигается. Говорят, футбол – это жизнь. В 2018-м, особенно после выхода российской сборной в плей-офф, дискутировать о жизни, а точнее о футболе, сам Бог велел. Триумф над Испанией и волевая игра с хорватами стали переломными моментами и разделили любителей спорта на два лагеря. Кто-то уверяет, что подобный расклад всего лишь исключение из правил, а кто-то начал верить в зарождение настоящего футбола у нас в стране. Футболу в нашей стране поклоняются миллионы людей. Игрок на поле может вознести болельщика на олимп божественных эмоций или свергнуть в бездну безутешных надежд и немых чаяний. У болельщиков нынешний российский, а тем более остинский футбол вызывает крайне смешанные чувства. После чемпионата мира оптимисты начали верить в светлое футбольное будущее. А пессимисты, конечно, достойную игру российской сборной признают, но уверяют, в былые советские времена уровень игры был в разы выше. Есть некая правда и в том, что говорят, да, но в целом, если брать футбол, конечно, он стал быстрее, динамичнее, и техника стала на более высоких скоростях. И поэтому нельзя говорить, что раньше был футбол лучше. Да, это однозначно. Я думаю, и звезды прошлого сегодня тоже адаптировались, да, к этим требованиям, но он был другой. В советское время, да и потом, после развала Советского Союза, в каждом буквально возрасте в составе юношеских сборных России обязательно были воспитанники остинского футбола. Сегодня, к сожалению, великому их становится меньше. Специалисты в один голос утверждают, уровень игры как сборной республики, так и страны зависит от фундамента – детско-юношеского футбола. По мнению многих, в регионе он остановился в своем развитии еще в середине нулевых. В Северной Осетии функционирует несколько детско-юношеских школ. Этим видом спорта увлекаются около 3000 ребят. Для региона, где футбол не просто любимый, а скорее национальный вид спорта, эта цифра не такая уж и впечатляющая. Вот-вот-вот мой орел в желтой футболке. Как и все, любит футбол, как все мальчишки. Еще не Месси, но мы к этому стремимся. Нина – одна из многих родительниц, в чьей семье футбол окончательно обосновался в тот день, когда сын посетил свою первую тренировку. Молодая мама с супругом увлечению чада только рады и готовы поддержать его начинание. Правда, спортивная карьера серьезно бьет по карману. Проблема возникает, когда приходится уже непосредственно организовывать выезд, потому что все тяготы этих выездов ложатся на плечи родителей. К сожалению, на сегодняшний день самый минимальный выезд – это 5000 рублей. Допустим, лично мне накладно каждый раз 5000 отдавать. С подобной ситуацией сложно мириться и наставникам. Они негодуют. Финансовые трудности в семье заставляют талантливых футболистов забросить бутсы куда подальше и навсегда отказаться от мечты. Я считаю, что это вообще пагубный процесс. Вот сегодня в наших школах невозможно организовать турниры, которые бы мы могли оплатить сами. У нас не хватает бюджетов для этого. Мы можем играть только официальные соревнования, которые проходят один раз в год, и причем для только 2 возрастов. Остальные парни ждут этих официальных соревнований до 14 лет, а все, что касается до 14 лет, получается, они выезжают на коммерческие турниры за счет своих родителей. У них систематически должны быть игры свои, а не так, как разово мы вот собрались родители, деньги скинулись и поехали в Моздок, в Ессентуки, куда-то. А если они будут в каждом районе, своя школа будет, развитая инфраструктура, и будет статус сборных, как у нас вот у вольной борьбы, например, в республике, да, и вот там талантливый мальчишка никогда в сторону не уйдет. По факту, если родители футбольного самородка не в состоянии финансово поддержать ребенка, то он может оказаться за бортом спортивного мира. Между тем, мировая практика показывает, таланты чаще рождаются в небогатых семьях.
Приведем простую статистику. Легендарный Марадона родился в семье рабочего. Отцу приходилось трудиться на мельнице, чтобы прокормить семью. Французский футболист и тренер алжирского происхождения Зинедин Зидан появился на свет в семье эмигрантов. Отец работал кладовщиком. А история неподражаемого Пеле, чьи родители еле сводили концы с концами, даже легла в основу художественного фильма. Не стал исключением и Лионель Месси. Его родители были фабричными рабочими. А вот британский щеголь Дэвид Бекхэм родился в семье монтажника кухонных гарнитуров. Да и красавец Криштиану Роналду был далек от жизни золотой молодежи. Он вырос в семье со средним достатком. По факту, если бы легендарные спортсмены не попали в поле зрения наставников или скаутов, то на футбольном небосклоне их звезды бы вряд ли зажглись. Владислав Засеев – сунжинский мальчуган с аристократическими футбольными вкусами. Он не скрывает, ему симпатичен стиль игры английской сборной. Мне нравится сборная Англии, потому что они хорошо владеют мячом. К примеру, вот они играли с Тунисом, они доводили каждые моменты до конца. И когда они теряли мяч, они не останавливались и отбирали его. И благодаря этому они выиграли этот матч. Скромного, но талантливого мальчишку заметили тренеры клуба «Барсы». Подкупили не столько физические данные, сколько неимоверное трудолюбие. Стать вторым Бекхэмом Засеев, безусловно, может. Все составляющие формулы успеха у него есть. Мальчишка тоже из обычной рабочей семьи и также талантлив. Правда, некоторые огрехи в футбольной системе в разы снижают шансы на успех. Быть может, банально, но обратимся к опыту европейских стран. В начале 2000-х в Германии была разработана целая программа поддержки молодых талантов. Чтобы не упустить футбольных вундеркиндов, представители Бундеслиги распределили равномерно по всей стране футбольные школы. Таким образом, под пристальным вниманием тренеров находятся все возрастные категории. Кроме этого, активно поддерживаются любительские клубы, где зачастую и могут притаиться футбольные самородки. Их поисками занимаются агенты или скауты. Теперь вернемся на родину. Если в регионе нет своего профессионального клуба, то родителям приходится везти свое чадо на просмотр в другие регионы страны. Для российской семьи, даже со средним достатком, это дело накладное. Раньше каждого ребенка просматривали. Но Дар Захарович Папилашвили раньше ездил к нашему тренеру. Почти каждую неделю приезжали, смотрели, кто как занимается. А сейчас же такового нету, правда, в глаза посмотреть. Самая главная беда, у нас нету доступности к соревнованиям. Кстати, доступность соревнований и многочисленные региональные турниры, проводимые федерацией, еще один рычаг развития футбола в европейских странах. Если мы будем ориентироваться на примере зарубежных академий, то там обязательно есть чемпионаты. 17-19 лет возраст определен, 19-21 год возраст определен, 21-23. То есть, по сути дела, из структуры академий, клубов футболисты до 23 лет никуда не деваются. Потому что, на мой взгляд, в 16-17 лет очень сложно конкурировать со взрослыми футболистами. А мы, по сути дела, не имея такой возможности, да и в целом в России, своих футболистов уже в 17 лет считаем, что они готовы играть в большом футболе. А это ошибочное мнение. В 2016 году весь футбольный мир заговорил об исландском чуде. Сборная страны с населением чуть более 300 тысяч человек вошла в 8 лучших команд Старого Света. Это то же самое, если бы, к примеру, Дегорский, Ордонский, Пригородный и Моздокский районы решили поучаствовать в чемпионате Европы и смогли уделать сборную Англии. Чудо, безусловно, но кому-то оно по плечу. Исландский футбол сломал все стереотипы. Игроки не получают баснословных гонораров, но бьются на поле так, что сам Один позавидует их упорству и силе воли. Такая патриотичная игра всем по душе. Правда, для того, чтобы был результат, потомки викингов в свое время пересмотрели свои взгляды на систему подготовки спортсменов. В Исландии целая реформа прошла в футболе. И на сегодняшний день там 350 тысяч населения.
и там очень много лицензированных тренеров. Там большое внимание уделяет тренерам для того, чтобы они умело и правильно воспитывали детей. Подготовка тренеров в Исландии почти искусство. Молодые специалисты проходят стажировку в лучших лигах Европы. А чтобы работать даже с 7-летними детьми, тренер должен получить лицензию уровня УЕФА хотя бы категории «Б». Говорят, в России в конце 2000-х с таким документом можно было трудиться даже в дубле ЦСКА или возглавлять команду 2-го дивизиона. В осетинских футбольных кругах о повышении уровня квалификации местных тренеров ропщут во всеуслышание не первый год. Несколько лет назад ряды наставников пополнили футболисты, чьи имена в 90-х и нулевых звучали на всю страну. Алан Агаев, Роберт Бетаров, Руслан Суанов и многие другие. У них есть чему поучиться, но даже таким мастерам дополнительные знания явно не помешают. Сегодня им надо уделить внимание с точки зрения методического оснащения. То есть роль тренера и его статус поднимать нужно не только с точки зрения заработной платы, но еще и с точки зрения его методических возможностей. Конечно, сегодняшняя заработная плата – это вообще отдельная тема. Наши тренеры из всех тех регионов, которые сегодня есть в России, получают, наверное, меньше всех. Это, я считаю, что те проблемы, которые влекут за собой сегодня, не побоюсь этого слова, жалкое существование нашей главной команды. О важности роли детских тренеров говорит и Юрий Газаев. Наставник клуба «Спартак» объясняет. Раньше существовал дворовой футбол, который формировал атлета не только физически, но и морально. Эпоха айфона и андроида поменяла мировоззрение целого поколения. Реальным играм дети зачастую предпочитают виртуальные. Роль тренера, в общем-то, сегодня заметно выросла в связи с тем, что двор ушел. Двор ушел, и поэтому вот именно сегодня плановость, организованность, глубокие знания, да, то есть, видите, в футбол пришла наука, да, и мы как бы, в общем-то, это не хотели, какой бы глубокий опыт у нас практически не был в футболе, мы должны на это тоже обращать внимание, это учитывать и, в общем-то, все делать для того, чтобы ни от кого не отставать. Мы не должны ставить результат во главу угла в развитии детского футбола, потому что наша основная стратегическая задача – подготовить игрока, а не выиграть соревнования. И исходя из этого, мы своим тренерам, и я в частности на всех методических обучающих семинарах говорю, что футболист должен развиваться самостоятельно. И дайте ему возможность на поле принимать те решения, которые для него на данном этапе, особенно если взять возраст до 12 лет, кажутся наиболее перспективными. Несмотря на результативный опыт европейских стран, большинство местных тренеров против слепого подражания и копирования системы воспитания футболистов. Главный тренер детско-юношеского клуба «Барсы» объясняет, в России, а тем более в Осетии, нужен свой индивидуальный подход. Много очень было перенято в свое время у нас из советской системы спорта. А что касается непосредственно какой-то определенной системы, немецкой, голландской и так далее, у нас есть свои традиционные особенности. У нас футболисты всегда были техничными, у нас футболисты были достаточно гибкими, быстрыми, достаточно выносливыми. Вот на этом мы и должны основывать свой футбол. Мы не должны брать тех примеров, которые нам не подходят. Казалось, ничего сверхъестественного не требуется. Организовать семинары для тренеров, сделать доступными соревнования для детей, разработать единую систему подготовки атлетов, да и учредить должность скаутов не составит труда. Но, как оказалось, подобную работу возможно проводить, если существует единая региональная футбольная школа. А ее у нас пока что нет. Первое – это инфраструктурные возможности. На сегодняшний день они очень отстают. Даже от наших соседних регионов мы сильно стали отставать. Что касается второго вопроса, это, наверное, селекция. Для этого нужно, наверное, нашим школам, после того, как появятся определенные условия инфраструктурные, объединиться, чтобы создавать единую, сильную, мощную команду в каждом возрасте, в которой будут тренироваться футболисты, юноши, дети, сильные, скажем так, сильным. Республика не такая богатая,
не такая богатая. И содержать команду это, в общем-то, сложно сегодня. И поэтому вот, организовав школы, создав материально-техническую базу, выстроив тренировочный процесс, выстроив структурно все, тогда мы можем, в общем-то, и значительную часть бюджета пополнять самостоятельно. Но для этого нужно время. Может быть, и не 3 года, это как я минимум беру, а лет 5, потому что пошагово все нужно делать. Несмотря на досадное, но достойное поражение хорватам на чемпионате мира, российские игроки стали национальными героями. Для любителей спорта из Осетии эти соревнования имели свой особенный национальный привкус. Ведь честь Родины отстаивали воспитанники осетинского футбола. Наверняка теперь сотни юных футболистов мечтают пойти по стопам Дзагоева, Габулова и уже легендарного Станислава Саламовича Черчесова. По факту это вполне реально, если будет существовать своеобразная профессиональная лестница, по которой на вершину спортивного Олимпа смогут подняться футбольные вундеркинды. Наверняка тогда выход российской сборной в плей-офф станет не сенсацией, а обыденностью.